чуваком. Как есть отдельные курсы, так и есть определенные модули. Но об этом мы еще поговорим чуть позже, друзья. Гамзат Хирамагомедов против Еделя Исингулова. По правилам ММА в среднем весе. Ендеше қош жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышы. Оның кәсіби рекорды 10 жеңіс, 3 жеңіліс. Оның бойы 182 сантиметр, салмағы 83-те 900 келі. Боец в синем углу октагона, его профессиональный рекорд 10 побед и 3 поражения. Его рост 182 сантиметров. Официальный вес 83,9 килограмма. Представляющий город Москва из России, Гамзат Хирамагомедов! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. Оның кәсіби рекорды 22 жеңіс, 5 жеңіліс, 1 тең нәтиже. Оның бойы 179 сантиметр, салмағы 83-те 900 келі. Боец в красном углу октагона. Его профессиональный рекорд 22 победы, 5 поражений и 1 ничья. Его рост 179 сантиметров. Официальный вес 83,9 килограмма. Представляющий Иссык-Куль из Кыргызстана, Едель Исингулов! Рефери Иванов Евгений. Бойцы Сюрью. Итак, бойцы, вы профессионалы. Правила знаем, не нарушаем. Покажите красивый и честный бой. Пожали руки по углам. Честно признаюсь, у меня первое впечатление, когда я смотрю на рекорд Дила Дракона Иссык-Куля Исингулова, так это просто, ну вот я пугаюсь как будто. Да, ему всего 24 года, и он выступает с 18 года, и за это время успел провести 28 профессиональных поединков. Это что-то, это прям заявка. И против него сегодня дерется Гамзат Хирамагомедов. Я думаю, что практически все бойцы знают этого гангстера из Дагестана. У него никнейм «Хищник». И сегодня у нас не хищник против чужого, а хищник против дракона. Тоже очень крутая заявка на какую-то киноэпопею. Ребята дерутся не совсем свойственном для них весе. Вот совсем недавно Эдил стал чемпионом лиги Open FC, стал чемпионом в полусреднем весе. Гамзат Хирамагомедов, мы знаем, он такой недовесок для среднего веса. И все равно бойцы дерутся 84 килограмма, хотя оба, по сути, могут драться спокойно и в полусреднем. Мне нравится этот термин «недовесок». Да, звучит каждый день что-то новое придумал. Да. Прям сегодня фонтанируешь все интересными терминами. И понятно, Хирамагомедов в последних 2 боях уступил, кстати говоря, Даурен Ермику, который сегодня будет биться в мейн-ивенте. И есть даже вероятность, что потом, когда будет у нас оглашен двухпоясной чемпион, извините опять за какое-то неочевидное слово, но может быть как раз победитель этой пары выйдет на стирдаун с как раз чемпионом, чтобы оспорить 2 титула сразу. И вот сейчас попытка прохода от Исингулова. Кто не смотрел его бой чемпионский на Open FC, там он, ну, я не могу найти другого слова, как деклассировал Данилу Приказа. Очень уважаю этого бойца, но там он не оставил ему никаких шансов, просто забарывая его. И вот интересно, получится ли сегодня у него повторить свой успех, потому что, ну, на Open FC он реально сотворил что-то очень интересное. И при этом не забывайте, что Данил Приказа — это бывший претендент на титул в М1. Он бился с Шавкатом Рахмоновым, показал достойный поединок. Да, и с Грабовичем он тоже дрался. Действительно, то есть Данила Приказа для меня это был, знаешь, один из лучших бойцов, которые дерутся сейчас в России в полусреднем весе. И вот насколько просто Исингулов его прошел, для меня стало прям удивлением. Это серьезный маркер, показатель сейчас. Да, и вот хороший удар от Гамзата Хирамагомедова. Вообще все вот ждали, сможет ли он вернуться. Рассказывают, что он очень одаренный боец, но у него есть проблемы с какой-то фиксацией, скажем так, на тренировках. Он не всегда в зале, но вот, говорят, в последнее время он понял, что нужно что-то менять, нужно тренироваться, чтобы быть в топе, потому что в свое время тоже это был непобежденный и очень сильный боец, который имеет в своем активе победы даже над Алексеем Буториным, тоже претендентом на титул ACA. Попытка пройти в ноги от Дила Исингулова, то, как кажется, будто бы даже вынужденная. Потерял он на равновесие.
Да, выглядит, конечно же, Исенгулов немножко маловатым для среднего веса. Может быть, вот не хватает ему той самой мощи, потому что все-таки полусредний его. Но пока что держится хорошо, и интрига в бою остается. Но вот намного, конечно, более атлетично Гамзат выглядит. И вообще вот у него мускулатуру он поднабрал с боя с Дауреном, последнего на Урал-ФС. Ну, на церемонии взвешивания они показали практически один и тот же вес. Но к самому бою, но мы правда видим, что покрупнее, побольше выглядит Гамзат Хирмагомедов. Да, видно такое недовольство немножко от зрителей, потому что они, конечно же, привыкли видеть какие-то яркие бои от Гамзата, потому что за клеткой Гамзат всегда такой яркий на слова, яркий на трэш-ток. Он называет, кстати, Исенгулова бумажным драконом, не знаю, слышал ты или нет. Вот. И сейчас, конечно же, в клетке ждут немножко больше искр, чем сейчас показывают бойцы. Но так как мы уже смотрели первый бой этого турнира, мы помним, что первый раунд не определяющий. У нас в бою 3 раунда, и за эти 3 раунда может много чего случиться. Представьте, это еще не мейн-ивент, а уже такое противостояние. Два по-настоящему опытнейших спортсмена. Либо претенденты, либо чемпионы других организаций. Да, и можно, вот, кстати, мне кажется, Исенгулова назвать чуть ли не лучшим полусредневесом Кыргызстана. Хотя вот сейчас он, да, в среднем себя круто показывает. Вот попытка перевода. Хорошо Гамзат защищается от клетки. Пока что не дает себя стянуть вниз. Но Исенгулов не оставляет надежд это сделать. Потому что вот с Данилой Приказой он очень хорошо работал именно сверху. Именно забивал. Потому что у него есть тоннаж ударов, есть хороший контроль. Балансирует там Хирмагомедов. Удается ему остаться. Позиция, да, прижимают его к сетке. Одну руку блокирует. Вторую, в принципе, тоже удерживает в этот момент Гамзат. Да, сейчас позиционная работа у нас идет за такую активность. Исенгулов прижимает своего соперника к клетке. Надеюсь, хорошо закрыта у нас сейчас клетка, потому что вот совсем недавно завирусилось видео, как бойца прям вынесли из клетки. Да, то есть в дверцу. Да, забыли закрыть дверь, как раз он сделал проход вот в дверь. Да, ну сейчас, да, такое позиционное, не очень интересное для вас, наверное, зрелище, но помните, что вот раунд закончился. Помните, что такие моменты, они закисляют руки спортсменов, и во втором раунде им будет драться уже намного сложнее. И здесь, мне кажется, будет как раз такая самая основная интрига в третьем, наверное, раунде. Кто функциональнее выносливей, кто там готов отдать себя полностью, мы узнаем скоро. Отправляются бойцы по углам. Я напомню, что Гамзат Хирмагомедов является призером чемпионатов России и Европы по боевому самбо, чемпионом России, Европы и мира по смешанным боевым единоборствам, победитель Суперкубка России. Да, и, скорее всего, вам известен еще и его брат, это Гаджимурат Хирмагомедов, боец лиги ACA, тоже очень яркий боец. Совсем недавно он выиграл Станислава Власенко нокаутом. Получил за это бонус в размере $50 000. Кто не видел, советую вам глянуть, потому что, ну, там прям тоже был тяжелый такой крутой нокаут в конкурентном бою. И вот это два брата, таких вообще достаточно много братьев в ММА, тоже два ярких представителей братьев в ММА, Гамзат и Гаджимурат Хирмагомедовы. Эдил Дракон и Сыкули Сингулов готов. По версии Гамзата Хирмагомедова, Эдил бумажный дракон Исенгулов. Я думаю, знаешь, вот решение в этом бою как раз нам и скажет, бумажный он все-таки или дракон Исекуля. Ну, я бы сказал, что достаточно близкий первый раунд. Да, там, хотя Хирмагомедов, безусловно, лучше выглядел в стойке. Да, в позиционной борьбе Исенгулов лучше. И, скорее всего, в копилку, в принципе, Хирмагомедова первый раунд должен уходить. Но впереди еще 10 минут. Да, и вот такой борцовский оверхенд, которым он пытался скрыть проход, не получился. А вот апперкот от Гамзата прошел, причем достаточно плотно прошел. И вот еще один, на оппонента. Хороший удар. Донес удар до головы соперника Хирмагомедов. Опять выжидают соперники. Да, пытается донести свою вот эту вот... У него очень хороший джеб у Гамзата, и этот джеб прям попадает и попадает. Донести эту мощную. Да, да, донести. И у того, и у другого есть. Да, головы отлетают прям. Но видно, что, конечно, Исенгулов, он все ждет свой момент. А момент его — это проход в ноги и перевод боя в партер. Вот. И вот он его, возможно, дожидается. Да, пытается прям догнать. пытается, да, не упустить свой шанс. Собственно, догоняет, фиксирует ногу Гамзата. И, возможно, сейчас будет развивать свой успех. Потому что, на самом деле, Гамзат-то рядом с клеткой. И от клетки вставать, как мы знаем, попроще.
Да, это очень грамотно. Гамзат блокировал руки, Да, но цеплялся в них, но в этой ситуации одной рукой поддерживает равновесие. Опять же, сохраняет 3 точки. да, Исингулов разбивает бедро своего оппонента тоже. Тем самым можно его замедлить, тем самым можно на записках судей быть человеком, который наносит урон, а это важно. Ну и в конце концов, что просто судья их не развел в этом случае. И на самом деле довольно серьезные вот удары, потому что видно, что неприятные они Гамзату. Сейчас стал перекрывать он ногу, меняет позицию Гамзат, пытается встать, но пока не получается. Прям мертвой хваткой вцепился Эдил в своего соперника и продолжает ему разбивать бедра. Да, он призер чемпионата мира Гамма, чемпион Кыргызстана по всестилевому карате, чемпион лиги UFC KG и чемпион лиги Open, о чем ты упоминал. Да, слушай, необычно, да, видеть чемпиона по карате с такой борцовской, я не знаю, как сказать, не базой, а наоборот, каратиста. Функционалом каким-то, да? Да, такую хорошую борьбу с базой карате, конечно, видеть не очевидно. Ой, вот хорошая подсечка была. Не часто я, кстати, такое вижу в ММА, и вот, да, на такое смотреть приятно. Есть бойцовское IQ у Эдила, но мне кажется, что нужно наносить чуть больше урона, чтобы на записках судей ты был все-таки победителем. Хотя вот достаточно уверенно сейчас все получается у него. Задышал Хирмагомедов. Да, и из этой позиции пытается подключить локти. Получается, в район лопатки попадает. Но дальше вяжет ноги оппонента Исингулов. И это уже что-то более интересное. Да, улучшил свою позицию. Сейчас, только сказал, улучшил позицию, как Гамзат к своей позиции вернулся. Но отсюда все равно выглядит он, да, достаточно уверенно. И не получается у Гамзата встать. Либо силы его покинули, либо действительно настолько жесткая хватка у красного, прошу прощения, красного, хотел сказать, дракона Исикуля. Да. Шорты красные, поэтому сказал красного дракона. Но нет, это дракона Исикуля. И мне кажется, что вот Гамзат, если не пожалел, наверное, что говорил, что Эдил бумажный дракон, то точно уже понял, что не совсем правильный был эпитет. Дракон все-таки настоящий. Ну, они перед вторым раундом достаточно так по-дружески обменялись рукопожатиями. Не знаю, насколько все это может повлиять. Этот трэш-ток скорее нагнать... Ну, опять же, добавить интереса, скорее. Да, то есть зрители этот бой ждали. И знаешь, я тебе скажу, что вчера на взвешивании их face-to-face был таким одним из самых напряженных. Потому что вот я этот бой ждал, специально сел комментировать. Хотя я вот слышал, какую классную рекламу рассказывал Нурбек Карабала про Dar University. Это университет 4-го поколения, про Five Kid. Это отличный помощник для вашего бизнеса. И про многое другое. Вот... Я думаю, что вам тоже было очень это интересно послушать, потому что Нурбек Карабала делился настоящим опытом применения. Потому что сам Нурбек в компании Найза применяет весь инструментал вот этого вот продукта, который называется Five Kid. И я вам скажу, что все идет как по маслу. И это тот бизнес, который он смог оптимизировать, который он смог вывести на новые прибыли. Ну вот, а пока я все это рассказывал, да, выходит на удушку. Да? Ну просто скорее давит на челюсть здесь. Да, и Хирмагомедову сложно, ой, очень 10 исказилось секунд лицо. остается, но он может сейчас. Очень больно, очень больно Гамзату. И он постучал, Неужели, да? Это Последняя всего секунда. Фантастика! И вот красный дракон. Исингулов, сумасшедший финиш от него. Да, это чемпион Лиги Open FC, а сейчас это отличная заявка на чемпионство в Лиге Найза. Фантастика, просто фантастика. Исингулов творит, конечно, сегодня. Этого парня было не удержать. Да. Да, уж может выступать и в полусреднем весе, и в среднем весе, драться на топовом уровне. И Гамзат Хирмагомедов — это топовый соперник. Гамзат Хирмагомедов — это говорящая фамилия и говорящее имя. Это не слабый соперник. 23-я победа, друзья. В 24 года. Только вдумайтесь, что творит Исингулов. Да, Последняя секунда. Вот мы видим, что Гамзат Хирмагомедов сейчас уходит из клетки. Мне кажется, что стоило все-таки, наверное, подождать оглашения победителя, потому что уважение нужно проявлять в любой ситуации. Надеюсь, никакой травмы нету. Возможно, он, конечно, ушел из-за травмы, но... Да, видимо, он очень сильно расстроен, либо думаю, очень сильно травмирован. Ну, представь только, Миш, ну, это финальная секунда. Все, тебе осталось затерпеть 60 секунд.
Не Но- 60, а уже Да, там 0, меньше, да, 0 да, секунд. да, То есть да. это было прям за секунду до финального гонга. В второго раунда удушающим приемом победу одержал боец из красного угла. Это Есенгула! Очень хорошая